Здравствуйте. Меня зовут Арина, живу в Маргарита. Скажите, пожалуйста, насколько важна поддержка общественности, какая помощь общественности нужна, чтобы продвигать нашу проект? Ну как без этого нельзя? Ведь развитие паллиативной хосписа с помощью Республики Татарстан, оно требует внимания всех, и чиновников, и общественников, и медицинских работников, и НКОшников, потому что только онкологических пациентов более 25 тысяч нуждается в Татарстане. А если взять не онкологию, то смело нужно цифры на 3 повышать. Вот мы уже 20 лет этим занимаемся, но мы, я считаю, достигли больших успехов. Мы построили хоспис детского взрослого отделения, открыли 8 кабинетов выездной паллиативной службы в районах Татарстана. Все районы объездили с лекциями, где и как получить развитие паллиативной помощи. Ведем строительство второго стационара уже на 60 койко-мест. И поэтому наша мечта вообще найти не один пациент, как ребенок, так и взрослый, который нуждается в этой помощи, был обхвачен. Чтобы Татарстан был лидирующим в регионе в оказании паллиативной хосписной помощи. Ни один, чтобы ни безболее стал, ни брошенный, ни забытый. Я думаю, что пускай это будет конец жизни, он должен достойный быть человека. К сожалению, болезнь отнимает, от этого никуда не денется, но помочь в этом, это наша задача общественников, а также руководителей. А вот от руководителей какая помощь выступает? Небольшая, во-первых, поддержка. Очень большая поддержка. Мы же как некоммерческая организация. Без этого нельзя. Даже вот сейчас вот только был звонок из управления архитектуры. Надо срочный ордер, там Бога нам подключать. А вот позавчера несколько раз встречался с руководителем, все идут на встречу, знают, как это социально важный проект для республики. И идут на встречу. Какие проекты еще ожидаются? Что дальше? Дальше только развитие. Открытие во всех муниципальных кабинетах, районных кабинетов. Выездной службы у нас 45, 8 открыто, еще сколько надо. И еще нам надо 2 хосписа. Минимум юго-восток и северо-восток. Это Альметьевск, причем минимум на 20 лет. Но тогда весь Татарстан будет обхвачен. Вот мы сейчас запустим этот новый стационар. До Закамской зоны мы обхватим пациентов. А за Закамской зоны, увы, нет. Даже в Челнах только онкологические пациенты более 5 тысяч нуждаются. Мы там открыли кабинет выездной паллиативной службы. Где-то порядка 2 тысяч они могут обхватить, а 3 тысячи остаются, не обхвачены. Только развитие. Не открывается, он открыт у нас, а второй мы достраиваем. Это около РКБ братьев Баталовых. Когда приезжает помимо из России, из постсоветского пространства, и Америка, и Англия, и Франция, точно пока вот не было этого, приезжали все. Во-вторых, сами выезжаем. У нас подписаны договора с турецкой больницей, с Францией, подписан мессингом о сотрудничестве. По нашему примеру, в Уфе строится хоспис, тоже детское взрослое отделение под одной крышей, потому что мы были в России первыми некоммерческой организацией, которая построила хоспис. Самый первый был. Открылся дом с маяком в Москве. Тоже он открылся в сильной некоммерческой организации. Развивать надо, хоспис очень мало в России. И вот государственно-частное партнерство – это путь развития. Наша первая модель, не буду хвалиться, но тоже не могу не сказать, после посещения представителей ВОЗа нашего хосписа он был признан одним из лучших в Европе. Какая поддержка нужна сегодня? Материальная или от общественности? Материальная. Общественность нам нужна, работа волонтерами. Это раз. Потому что дети просят общения. Взрослым надо тоже общение, погулять с ними, или что пациент лежачий, понимаете? Мы работаем как проводники, провожая из одного мира в другой пациента. Это очень психологически накладывает отпечаток на сотрудников, и вообще на все окружающее. Поэтому у нас свой мир, своя философия. Мы не торопим смерть, но и не искусственно продлеваем жизнь. У нас все идет своим чередом. А как осуществляется набор волонтеров? То есть, например, вот у нас это есть студенты на сайте могут Казанский хоспис, открывает страничку волонтеров, звонят, приезжают, записываются, проходят практику, и человек идется. Вот вы начали с поддержки детей, с оказанием паллиативной помощи детям, подняли вопрос о том, что
Поэтому нужен нужно идти взрослый. Из-за взрослый, чего? да. А потому что, когда мы пилотный проект открыли 2 палаты, у нас был мальчик Адель. А когда ему исполнилось 18 лет, то он выпал в поле зрения. У нас вот часто государственное партнерство, у нас есть госзаказ. И госзаказ тогда оплачивал пребывание только до 18 лет. И поэтому мы сейчас добились, что уже будем говорить, логически пациент перевода из детства в взрослое, оно у нас существует и в тех условиях, что мы масштабировали по всей России. Вот немножко вопрос в стороне темы, да? Сейчас заканчиваем, сейчас идем подайте. Недавно к нам приезжала паралимпийская чемпионка из Казахстана, и она столкнулась с тем, что в городе, оказывается, для инвалидов нету специального транспорта, даже невозможно вызвать такси. Вот эта тема, она, конечно, немножко она в тема стороне. есть, ее просто развивать надо. Автобусы сейчас низкопольные, грех таить. Они опускаются, пандусы, пожалуйста, заезжают. Во-вторых, такси, да, трудно вызвать. Но есть специализированные такси, но очень мало. Это все надо развивать. Просто я хочу сказать, что каждый год только детей в России 150 тысяч инвалидов рождается. Каждый год становится инвалидами. Поэтому рост мы не успеваем, инфраструктуру не успеваем за образованием, будем так говорить. Инвалидность очень трудно. Это генетически обусловлено или экологическое влияние? Это культуру материнства надо изучать и внедрять, чтобы мы хотим, чтобы все были здоровы. Культура материнства? Конечно. Надо задуматься перед тем, как зачать ребенка. Надо думать.